И снова здравствуйте. За бортом минус 8. Впереди дорога к счастью. И сегодня у нас, так, включаем свет, чтобы видно было. Сегодня у нас новая гоп-компания. Знакомьтесь, друзья, это Коля, это Толя. Здравствуй, Коля, здравствуй, Толя. Всем привет. Здравствуй, Гена. Всем привет. Едем на рыбалку. Время 2 час утра, ночи, как я сказать-то даже не знаю. Едем вот туда, куда не ходят поезда. До встречи на реке. Увидимся. Для личного архива. Мотобуксировщик. Хочешь снять? Мотобурановщик. Раша. Это Коля, это Толя. Знаешь, такой мультик? Да. А это я. А это искарь. Котлетки? Котлетки. Вискарь котлетками закусывает. А это крокодил. А мы его фоткали уже. Вот это. Фоткали, да? Это глухари местные. Это рассвет. Скоро закат. Там закат. Это солнышко встало. Это мы пьем за удачную рыбалку. Будем? Главное доехать до берега. Будем. Заката не было. Вот так вот нас везет водитель Анатолий. Это неописуемые чувства. Вот так вот мы едем. Это не мотобуксировщик, это просто буран. Русский буран. Я уже устал бояться. Едем быстро, но страшно. Все боюсь, что вот сфотку вырвемся. Но едем. Вот туда едем. Едем на рыбалку. Страшно, но едем. Ужас. Мы поедем, помчимся на буране утром ранним. И у берега ворвемся прямо в сенную зарю. Скоро солнышко встанет. Все прекрасно, все хорошо. Просто страшно. Здорово, быстро, но вот так вот. Тоже страшновато. Вот и камеру уже забрызгали. Ладно, заканчиваем съемку, мы сейчас запортачим всю камеру. Толя, передай привет подписчикам канала Коми Рыбак. Это Толя, это Коля. Всем привет. Мы добрались наконец. Наконец-то мы на реке. Чуть сами не потеряли, но добрались. Это я. Уже пробурили, сделали по луночке. Вон такая вот река гнилая. Скоро весна, скоро будем здесь плавать уже. Так, рыбалка начинается. Ну, реальную байку. Это не реальная байка. Это когда я жил в Печоре. Там есть такой брест, водохранилище. Там люди карпов ловят. И мы с парнем, короче, приехали туда. Парень молодой, служит это. Тоже со мной работал парнишка. Все хотел попасть на карпячую рыбалку, как говорится. Ну, попробовать, что это такое. Ну, мы тут с ним поехали. Взяли там песка, туда-сюда. Я взял свои спиннинги. Я говорю, тебе ничего не надо, ну как бы тебе. Ну и приехали, короче, закинули. Закинули, короче, спиннинги и стоим. Он говорит, что, говорит, когда будет клевать? Я говорю, не знаю. Клюнуть может сейчас, клюнуть может под вечер. Ну, как бы, карпячая рыбалка такая. Но если клюнет, то клюнет. Ну и тут мы сидели там, покурили уже там по несколько раз, уже пивка попили, так это, пивка еще вообще не пили. Только пока покурили. И тут, короче, дело к чему. Ну, вообще не поклевок, ничего. Я уже перезакинул, кашу поменял на спиннингах. Все, короче, опять закинул. Я говорю, ладно, давай. Я говорю, так, наверное, ни хрена у нас не получится с тобой. Надо, говорю, это, макнуть. Только открываем по банке, пшик-пшик и колокольчик. Спиннинг аж бугу, блин, прикинь. Вообще, карп был очень хороший. Вообще, очень хороший. Один? Был. Ушел, блин, да. Но больше пятерки.
Больше пятерки. Прям дугой такой, ну я не знаю там. Я ловил на 4,5, но этот был намного больше. Не знаю сколько там было. Это где ты говоришь? Пятерка. А что там, карп есть? Да, там водохранка, Грэс, там раньше рыбу разводили. А, разводили, ну, Да, а понятно. потом это все заглохло, короче, и она там осталась. М. И там карпы такие есть, что вообще монстры. Там как бы 12 килограмм карп, это, ну, это нормально. Ничего себе. Вот салочки беру, купил, копченые. Ну давайте. И вот я что говорю, только, Не хочу я. только Я макнули, и сразу спиннинг просто в дугу, как лёжка. А я поторопился немножко, ну, резко его это сделал. Но я увидел, я его до берега довел. беря в нем вискаря, чтобы поймать большого хоря. Давай, захаря. А ты поторопился, хотя хоря не будет. У меня харю ждут. Так, попробуем поставить поставушки. Первый раз занимаюсь этим делом на лесных речках, но вот решил попробовать. Обычно этой фигней занимаюсь на Печоре. Червячок, грузило, крючок и вперед. Пусть стоит, ждет своего часа. А чё? А вдруг? Да? Что у нас здесь? Толик нас оставил здесь, на неклевом месте. Сам пошел, где рыба клюет, наверное. Так и будет. Ну вот. Коля, Толя ушли вперед. Я тут бурюсь. Пробурил лунок уже где-то 15. Поклевок пока не было. Поставил вторую поставушку. Пусть стоят. А вдруг? Пошел догонять. Пошел догонять. Пошел. Давайте, рыба не хочет пока. А может ее нету. А может она сыта. Ладненько, поехали дальше. Мама. Вот это речка. Под снегом сразу вода. Я на таких маленьких лыжах. Я, наверное, провалюсь. Коля, Толя уехали вперед. А у меня лыжи-то малюсенькие. Меня не держит мою тушу. Надо, наверное, меняться лыжами или как. Что-то мне не климатит на этих лыжах ездить. На этих коротышах. По такому снегу. Язык не поворачивается назвать это льдом. Ну да. И что дальше? Там уже открыто. Вот это да. Тут глубина
80. Это дебил, блядь. Ага. Кто-то пришел. Здесь кто-то прошел здесь. Ладно. Попробуем по лесу пройти. Лучше по лесу, чем по воде. Ого. И тут все открыто. Где они ходят, блин? Сусанина. Вы в какой стороне-то? Вы где? Я понял, сейчас приду. Такое ощущение, что под настом льда нету. Одна вода. Ну, Коля, Толя туда пошли. Значит, и я пойду. Надеюсь. Правда, у меня лыжи мелковаты. Надо, наверное, лыжами махнуться. Иначе я проиграю. Так, ну вот добрался, закинул удочку. Все живы, как Коля говорит. Никто не утонул пока. Пока живем. Даже пытаемся рыбу ловить. 82 перехода, как Суворов. Суворов отдыхает, он здесь не был, наверное. Кони бы точно провалились. Что-то следы были, да, олени, лоси. Вот здесь провалился Коля. Как лось шел. Это ты что ли ногами здесь шел? И что, глубина по пояс была, нет? Не знаю, по яйцам ушел, дна не заметил. А, дна не заметил? Выкарабкался, да? Ну, как куропатка тут, блядь, порхал. Нашел место тоже, где резать. За Толиком пошел. А что так быстро ты? Это так, а что такими большими шагами шагал? Бежал, что ли? Нет, там же склон. Скатываешься, ногу бросаешь немножко, а я вперед тянет. О, Толик идет, штурмует. Подъем. Ты по моим следам идешь, нет? Свой след делаешь. А по моим там нормально было, что ты? О, а тут вот вода. Вот тут вот тоже вода. О, тут еще глубже. Так, тут, надеюсь, берег? Да, там уже берег. На коленку садись и пошел вперед. Сейчас. Вот, в общем, лыжи у нас охрененные. Опа. Все, площадочку утоптал. Вроде как. Вот так вот мы и ползаем.
Одно радует, что это вроде как бы уже берег. Ну как бы берег уже, да, вроде бы. Так. Одну лыжу туда. Вторую сюда. Так, подожди. Давай. Главное, чтобы обратно в речку не укатилась. Туда. Бур, давай сюда. Ты бы лыжи снял уже. Вот так и передвигаемся. Едем дальше. Двое уже искупались. Пробурили около 50 лунок. Ничего не поймали. Льда нету. Снег и вода. Очень опасно. Вышло солнце, печет. Не стали рисковать. Рисковать не стали. Поедем на другое место, где хотя бы, может, немножко, если не лед, то хотя бы тропа есть. На улице просто жара. Время 10 час. Солнце печет капитально. Короче, будет рыба, будет репортаж. Не будет съемки, не будет. Пока. До первых поклевок. Все, пока. Но. А что так далеко? Ближе не было, что ли? Да нет, да проебали всё. Идет заготовка дров. Майна! Майна! Сухая хоть или гнилая? Это дерево уже свой век отжило. Сломалось, высохло, сгнило. Теперь ей путь только в печку. Сейчас сделаем дров и попробуем еще порыбалить. Оля и Толя ушли вперед. Я пытаюсь вот за ними угнаться, но что-то с каждым шагом мне все страшнее и страшнее. Лед тает на глазах. То есть это не лед, а снег. Я не знаю, как мы пойдем обратно, но ладно. Я хоть на маленьких, но лыжах. Они вообще пешком пошли. Снег тает. В принципе, пошла талая вода. Кислород должно быть километр.
Хариус, в принципе, должен клевать, но почему он не клюет, я хрен его знает. Я не знаю, куда они пошли. Что-то орали. Может, клюет, пойдем к ним. Там, где я рыбачил, до этого поклевки были еле-еле вялые. Вялые. Вялее некуда. Вот теперь попробую догнать их. Может, у них что клюет. Вот видно, здесь бурились. Крови не видать. Значит, обилия рыбы здесь у них тоже не было. 3 лунки. Снег тает на глазах. На улице теплынь. Мы уже давно разделись. Идут, смотри, без палок, без пешни. Просто тупо идут. Вот это да. Я бы не пошел по такой речке. Не на лыжах-то за ними идти, и то страшновато. Это не речка, это скорее ручеек уже. Вот это мы добрались. Добрались до самых доверховий. Получается. Обалдеть, а там-то как они прошли. Что, они вообще смертники, что ли? А? Да. Я все понимаю. Но вот этого понять не могу. Как они здесь-то прошли? Что-то страшновато. Мне даже по следам-то идти. Здесь-то вроде лед. Вот там. Тут льда уже вообще нет. Одно радует, что не совсем так глубоко. Все равно страшно. Обалдеть. Ну они дают. Вот это Коля-Толя. Ладно, надеюсь, я их догоню. Включу камеру на всякий случай. Если утону, хоть чтобы народ увидел потом, как я утонул. Пока вроде не утонул. Можно выключаться. А вот и смертники. Привет, водоплавающие! Привет, привет. Вы что, думаете, как апостол Андрей, что ли, блин? Одного вроде Коля, другого Толя. Никак не Андрей, блин. По воде ходить не умеете, наверное. А они по воде ходят, блин. Без лыж, без ни хрена, блин. Идут и топают, идут и топают. Мне на лыжах-то за вами страшно идти. Вы, наверное, крылья, да? Запасные имеете? Сзади. Сзади, спереди. Что, у тебя мормышка там? Смотри, упадет вон. На штанах. Что ты поймал? Что она там делает? Ага.
Да нет, там дергает на одной лунке кто-то ей. Нормально? Здесь что ли? Нет, там ниже. Нормально берет, да? Ну как бы если есть, то он сразу хапает. А что, получается, его нет, что ли? Когда есть, Ну может есть, который сыпет там или может что, есть, да, просто может не берет. там сидели, кто этот был. Ну-ка покажи. Вон, вот он. Там. Ну, ладно, доставай. Верю, сам пиздон. Устал идти. Очень жарко. Солнце печет. Весь вспотел. Решил. Пару лунок пробурил. Походу тут ямка. Попробуем, может что клюнет. Ага, ямка. Толя, Коля умотали. Идем уже обратно. Точно яма. Ямка-то неплохая. Ага. Проверим. Клюнет, нет так нет. Скорее всего, нет так нет. Ладно, будет клевать. Включусь. Фу. Идем обратно. Куда-то мы прошли. Пройдем ли мы обратно? По воде на камусовых лыжах. Нормально? Нормально. Вроде как прошли. А эти пешком топают без лыж. Водоплавающие. Вон они стоят. То есть сидят. Ну что расскажете? Клевал, нет? Ага. Здесь тоже на том месте, да? Вроде бы получилось. Видео для себя. Не ловится вообще, но Да. икру попробуй. Икру красную жрем. Совсем не ловится. Вообще не ловится. С помидоров икру выковыряли уже. Да-да-да, вообще не. Совсем не ловится. Какие звуки. Ну вот, друзья, заканчивается первый день нашей рыбалки. Заканчивается он весьма печально. Рыба не клюет. Поймал вот такого хорюска одного небольшого. И там вот еще одного. Ходили, бурили, ходили. Рыба не клюет. Вон. Еще один такой же хорюзок. И все. Это все, что было после обеда. Толик пошел снег с избушки с крыши скидывать. А я вот, пока есть сила, бурю. Решил весь плес оббурить, чтобы завтра меньше бурить было. Может, завтра с утра заклюет. Не знаю. Посмотрим.
Посмотрим, что будет завтра. А на сегодня, наверное, пока все. Сейчас в избушку, поужинаем и спать. Так как сегодня ночью вообще не спали, всю ночь ехали, пока был мороз. Глаза слипаются. Охота спать. Так что отдохнем. И утро, и вечера, как говорится, мудренее. Но пока еще светло, я буду пробовать. Лунок я набурил. Достаточно. 2 хорюшка же клюнуло все-таки. Может еще что клюнет. Надежда есть. Небольшая, но все же она есть. А у меня всегда надежда есть. Я всегда надеюсь. Даже когда уже вся надежда закончится у всех. А я все надеюсь. А вдруг? И бывает, попадаю на вечерний клев. Если попаду, включусь. Только что была поклевка. Сошел хариус. Укололся, наверное, второй раз не возьмет. Клюнул хорошо. Укололся еще лучше. Не крупный такой, но средненький. Я уже тянул его. Так что и вечером бывает поклевки. Опа-на. Вот он. Или он, или другой. Но взял. Так что он не зря. Небольшой, но все же приятно. Так что новые лунки всегда дают новую рыбу. Чем больше буришь, тем больше ловишь. Это закон диалектики такой. Перехода от количественного к качественному. Опа, вот он, вот он. Ух. Пойдет на жареху. Вечерком пожарим сегодня. Это Толя. Это Коля. Это наш ужин. Пасхальный. Ну, еще не совсем, но предпасхальный. Это вот, не знаю, успела, не успела просолиться. Кто сказал, что мы рыбу не ловим, а? Но. Это наши пампушки, это наше пиво, это наше малиновое варенье, огурцы и помидоры, вот какие мы обжоры. Это наш лимонад, последняя бутылка. А вон еще лимонад. О, Живем. о, у Толика уже Христос воскресе начинается. Завтра-то некогда будет. Завтра, послезавтра вообще-то Пасха. Послезавтра тем более будет некогда. Надо будет рыбу ловить. Поймали сегодня около 2 килограмм рыбы-то поймали ведь по-любому? Да, 2, да, поймали. По-любому поймали. Так что с большого нефиг начинать. Да. Постепенно. Да. В арифметической Медленно, но прогрессии. уверенно. Да. 2, потом 20, потом 200. Вот. Всё. Просто Приятно. ведра надо освободить от продуктов. Куда рыбу-то складывать? Так, приятного аппетита всем. Будем кушать. Вот это вкуснятинка. Это вообще. Я понимаю, хариус не крупный, 20 сантиметров, но зато вкусный. Свежепросольный хариус. Хариус жареный. Не клюет. Не клюет. И пусть попробует кто-нибудь сказать, что мы не на рыбалке, да? Приятного аппетита. Приятно. Анатолий, скажи, как дальше жить? Хуй знает, не клюет. Клюет, клюет, еще как клюет, вон как клюет. Видишь, вот морда клевая. Став збор, скоро звіщур. Это я.
Для домашнего архива. Для домашнего.